Ну, я считаю, что вообще классическая музыка, особенно там для детей, это очень, это обязательная такая ступень, мне кажется, развития, потому что это дает очень многое. И интеллектуально развивает, вообще всеобщее, и кругозор какой-то появляется, потому что мы играем такую музыку, которую такие мастера вообще писали давным-давно, то есть и это до сих пор сохранилось. Нужно было выручать наш садик, и Айше было тогда 3 года, 3,5 года, 3 года, вот что-то такое. И шел между садами конкурс, фестиваль. Нужно было срочно выучить песню. Мы нашли минусовку, фонограмму, и она спела. И выучили мы с ней, очень быстро выучили песню «Крымские татарки». И она в национальном костюме, мы поставили ей танец. Мы в ансамбле работаем, поэтому это несложно. На аккомпанемент она танцевала и спела. Мне очень нравится выступать вообще в принципе, то есть я очень люблю сцену и очень надеюсь, что сцена тоже меня любит, потому что это особые эмоции, когда ты играешь, особенно в большом каком-то зале. Мне нравится сам этот процесс, я выхожу, когда я играю, когда я могу что-то передать слушателю, и если у него его, например, заставило о чем-то задуматься, мое исполнение, то, что я играю, то, что я передаю, то есть, потому что исполнитель — это проводник между композитором и слушателем. И вот эти эмоции для меня — это очень-очень важно. Первый мой такой серьезный конкурс был 6 лет. Конкурс имени Алимдара Караманова. Мне очень повезло, потому что я застала его еще живым. И даже я помню, в том маленьком возрасте на гала-концерте он вышел и играл импровизацию. То есть он, не просто то, что он уже написал, играл, то есть он импровизировал на сцене в режиме лайв. То есть это было очень здорово. И даже есть фото тоже, как я держу его за ручку. В общем, мне очень повезло, конечно. Тогда я получила 2-е место. Я участвовала в разных конкурсах в Москве, в Брюсселе, в Казани, в Астрахани, в Челябинске. Очень много куда поездила. А также в колледже состоялась гастрольная поездка в Вену. И мы тогда должны были играть 40-минутную программу. То есть такой был отбор. И мы там с ребятами победили и поехали осенью в Вену играть концерты. Это, конечно, было просто непередаваемые эмоции. Один из последних конкурсов был в Баку. Очень престижно то, что 3-й тур там игра с оркестром. То есть если мы проходим первые 2 тура, есть такая возможность, такой шанс. Первые 2 тура мы играли в консерватории бакинской, и 3-й тур мы играли в филармонии имени Муслима Магомаева. Конечно, это огромное счастье играть на такой сцене, потому что сам Муслим Магомаев там когда-то пел. Я сыграла там концерт Листа
с оркестром и заняла первое место в своей категории. Конечно, я бы хотела достичь и признания, я бы хотела очень много играть на разных сценах. Есть очень много сцен, на которых я бы хотела вообще сыграть, концертировать много, играть и с оркестром, и сольно, и в ансамбле. Хочется, конечно, чтобы... хочется поднимать тоже культуру и чтобы очень многие знали, кто такие крымские татары, что все-таки крымские татары есть и в классической музыке. Hasret oldum ey güzel